ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 14:00. Управление ГУЧС. Инициативная группа против строительства ПЗРО встречается с представителями Росрау. За лето работы по вывозу железных конструкций с хвостохранилища завершились, однако из-за ошибки в расчетах разрезали и вывезли лишь 3,2 тонны зараженного металла. А чанов гораздо больше, и их еще предстоит утилизировать. Но сейчас специалисты Росрау прибыли не за этим. Сейчас приехала наша лаборатория для обследования территорий Водного, города Ухты по поводу радиационных фонов. Лаборатория – это автомобиль, который может замерять фон в движении. Со скоростью 40 км в час мобильный дозиметр проедет по улицам, а в случае превышения радиационных показателей дополнительные замеры проведут вручную. Места, которые нужно обследовать, определили вместе инициативная группа и специалисты Росрау. В списке 1 и 7 заводы, хвостохранилища, жилой фонд и социально значимые объекты поселка Водный, а также Ухтинский проспект Ленина и некоторые другие части города. Вместе со специалистами каждый день будут выезжать представители инициативной группы. Их задача – наблюдать, чтобы все было честно. Ситуация полностью под контролем, мы работаем в рабочем порядке. Некоторые птенцы, мне доходили сведения, вот они уже копают, они уже там делают этот ПЗРО, ничего не делается. Я лично выезжал на те объекты, где планируется застройка ПЗРО, ничего не ведется, ничего не строится. И мы не дадим это строить. Вопрос решается о том, как правильно сделать хвостохранилище, которое сегодня есть. Лаборатория пробудет в Ухте до 24 сентября. Участники встречи подчеркнули, что эти исследования предварительные. Их задача – выяснить обстановку в Ухтинском районе и успокоить горожан. Представители Росрау озвучили дату завершения всех работ по укреплению радиоактивного могильника. Предполагается, что все нужно доделать к ноябрю 2015 года.